Быццам рек бурліві хвалі вдаль пливуть. Шмат гадоў тут на вигнанні у чужині. Треба мучиться душою і серцем. Шмат гадоў тут на вигнанні у чужині. Треба мучиться душою і серцем. А в огонь не угледишь родных хат, не протянет руку сышлива родный брат, не поделишь нават дума с неким тут, не пригорне в одиноте родный кут. Не поделишь нават дума с неким тут, не пригорне в одиноте родный кут. В очи зорочки приветливо мигтят, быццам з неба на мяне яны глядят. Что чувать, скажите, зорочки, вы мне, в моей родной да далекой стороне. Что чувать, скажите, зорочки, вы мне, в моей родной да далекой стороне. Вітаем, сябры! З вами спадарыня Мар'янна, гаспадар Олег. Сегодня мы запрошаем вас пройти с нами и отзначить наш семейный день воли. 21 вересня 22 года Олежка, дякуючи намаганням шмат яких людей добрых и организаций, был вызволены за крат. И с того часу, сегодня как бы 2 года сёлета, з нашего вызволения с Олега, и наш день воли мы назвали. Так? Ну так. А как там И по-литовски? еще 2 года, и два года нашей эмиграции. Ну это мы уже будем. И скажи, коли ласка, як по-литовски день воли? Не поклайся ми без... Лайсвіс. Не поклайся ми без дена. А, лайсвіс дена — это День свободы. Лайсвіс дзено. Да. Сегодня для литовских сяброў кажам. Вось. И, конечно, у гэты же день, 2 года тому, мы таксама покинули нашу радзіму вымушана, як і шмат наших суайчыннікаў с того часу, с 20-го года. То есть это еще и сумный день. Это и сумный день, и счастливый день, и сумный. Так что мы вырашили его отзначить на смотровой или оглядной пляцоўцы, на якую запрашаем пройти с нами, и наш шлях лежит мимо вось гэтага цудоўнага касцёлу. Зараз мы его вам покажем. Олежка, что-нибудь нам распавядзеш? Добра? Ну, папуся, папуся, як заўсёды, мы заплечнікамі, мы полным амбундзіраванні для пікнічку. І зараз мы ідзем ось там по вуліцы Субачаус. Яна вельмі доўгая вуліца ад цэнтра горада. Практычна она пачынаецца ад плошчы Басанавічуса. І мы па ёй пойдзем ось туды далей. Але зараз вось хацім яшчэ раз паказаць вам у сонечным такім выкананні і выглядзе
Итак, что это? Скажи, коли ласка. Это костел, Вознесение Господа. Мгм. Вот, альбом, Вознесение Господня. Да, альбом миссионерский костел. Правильно называется Да. миссионерская церква. Вот так было Костел. написано, да. Ну, а костел Вознесения Господня. Так. Дивним таким чином. Мгм. Ось якраз прикладно к нашій этой даті, він був цілком, от фасад був цілком отреставрований. Бо коли ми приїхали, 2 года пам'ятаєте, тому, 2 да, года тому, да, мы тут. тільки одна вежа є ще, вона була в рештовані стояла. Потім її зробили, перекинулися на центральний фронтон і ліву вежу, Мгм. а тепер все зробили. Урештаванне это у лясах. Она была цалком у лясах. Да. Ну, еще ремонтовалась. Остался, конечно, зробити увоход. Так. И вот эти вот Номер флигели. 74. Видели. Ага. Да, в принципе, это уже будет все приводит. Ну, Я, про і, сам а, костел як, сказати. як how old is this castle? Один із старейших. Ён быў пачалі будаўніцтва в 1695 годзе. Увогуле на этом месцы была калісьці, там за ім зараз захаваўся будынак палацу Сангушкаў. І он захаваўся? Так, на палову захаваўся. Сангушкі это быў такі магнацкі род, які вельмі знакаміты ў Беларусі. І тут у Літве, ну, он быў княжества літоўскага рода. Эти Сангушкі мелі тут палац і пачалі, аддалі частку сваёй зямлі вот этой. Тут у них был сад вельмі прыгожы. Ну не тут, а там, вот там. далі, ну, Ён да. по площади колькі За этим займаў? будинком, ну, шмат займаў. 1100 квадратных метров, что ли? Метров, да. Угу. Больше. Метр. Там были фонтаны, не фонтаны, пруды, крыницы, сад. Была добрая пляцовка для назирания за городом. Потом Сангушки и палац. Потом Сангушки там дозволили побудовать капличку к монахам Бернардинам. Потом яны продали эту землю одной из радзівілаў, Кацярыне Радзівіл, здаецца. А яна уже потом подаровала эту землю монахам-миссионерам. Подарила, может? Это таким подаровала. Это был такой орден миссионеров. И вот эти миссионеры уже начали будовать костел в 1695 году. Але будаўніцтва зацягнулася лишь на 50 годов. И тут как раз там 20-30 годов, 1730 побудовали эти вежи. Не, у сярэдзіне, мне здаецца. 1030 ён скончили, але вежаў не было. Вежи, да. Так? Ну, вот І ён потім был вось такі побудовали вось там, вежи. бачна, И якой один высочыні. знаменитый архитектор еще побудовал вот эту прибудову. Это называется тамбур, альбо по-ихнему. Пойдем крыху ближе подойдем. Так, да. Она такая, ну, крыху своеобразная, отрознивается от костела, но в принципе в таком же стиле веленского барокко. Вот. Причем базильянского барокко. Вон на той Ну, був. ось. И побач с этим костелом были монастырские будинки. Ось, да. Ось справа и слева. Тут были и шпиталь, в свой час. Тут были шпитали, тут были и школы. Шпиталь і тюрма була. Нет, это мы дойдем еще Ага. Спочатку тут был шпиталь, была семинария. Потім уже за царским часом тут была тюрма. У Тимліку палаці там дали. Это у початку Так, 19 століття. століття. Тут у Тимліку після повстання 1930 года тут утримували повстанців в этой тюрмі. У царские часы была тут так само как это, семинария, как еще побудовы, установы. Вот. В советские часы, потом несколько разов костел вертали верникам, да, по час незалежности, а потом знов забирали, коли советы вернулись. Вот. И тут у них был шпиталь. Шпиталь Тут, да. отоларингологический лор и офтальмологический, и аптека, нават так? дагэтуль Аптека. фактично один корпус еще шпиталю належит, а другой продаденный. Вот палац продаденный уже коммерсантам, его збираються з його зробити отель. Ну, поки ще все робить. И тут сам будинок монастыру, значит, отдали костелу литовскому.
І їм Що національний музей служби тут був ще не литовський. досі, да, і ще користається національним музеєм тим будинком. Ну, зато добре обновляють. Да. І з того боку от, заховався палац Сангушков. Ну ми не відаємо, як до того Ми боку будемо йти, підійти. там ми його Може ми побачимо, і коли покажу. побачимо, покажемо, тому що зараз тут стіни. І ось коли він був скончений у середині, ну, какого там, 17-18 век, стагоддя, ліпніна це була добавлена. Эти вот, спочатку башні, а потім ліпніна. Вон скульптура Давида, а он Моисея. О, эти скульптури були добавлены. Ну, добре. І ось ми протягуємо йти по То в Гоголе, это вот за советским Улицы часом тут забили дорогу. Субачауш. И как бы, ну, вельми поломали тут архитектуру. От, до речі, Місце. зробили нову А саме вот тут ранее, вот плитку. стена, и вот там была крепостная стена. А, ось Да. там. Угу. А эта площадь был пляц такой, пляц перед этим будинком, перед костелом. На этом пляцу собирались люди, тысячи людей собирались. От там може верников. дах башни Ось, этого да, дворца. Это и есть там два палац. Да. Клас. Клас. Нам треба ніяк на той бок, да? Покуль ми тут ідемо зараз. А там, ось переходик там є. древний, там так само древний, там не зроблені. Мов легше нам істи прямо. А що там не зроблено? А, там тротуар, ходники не зроблені. Я ж не бачу. А тоді ми йшли, там було все нормально. Так, так да, это они в меняют, состоянии всё ремонту. поменяют. А ось здесь зробили. Оно Це зараз здесь закінчиться. зробили, ми йдемо вже ось як по этому Чурлюнісу. Глядите мої попередні відео, як ми йшли в парк Вінгіс, означать полову вересня. Вон там Запрошаю. сходится улица И Майронова все остальные и виды. Собачаус. Вот они там сходятся. А тут ось скончився Ну, я ж про те кажу тобі, що скучаю. наш ходник. Отремонтований. Зараз пясочок, глядите, о. От, все уже у пяске. Ось тут насипали, а тут насипаність заканчивается, ось. І починається така фігня. А там в Огулі так само. Ні. Во, криху бачно отсюда. Да, давайте Ось це поглянем. фронтон Палаця Сангушкова. Вот. Вот. Да. І це побудова так само монастирська, що заховалася. Это миновито тут были, наверное, и шпитали, и аптека, Так, и турма всякая. Турма була в самому палаці. А, турма в Там самом вот палаце. есть эти Нормально, турма в окна палаце. с кратами заховались, застались. У нас сьогодні чудовне надвор'я. І, як ви бачите, сонячне надвор'я, але є і такі облаки, навіть вон хмарка яка. І незабаром похолодає на наступному тижні. І навіть обіцяють дожді. Поглядимо, як їхні обіцянки будуть виконані. Тут уже навіть, о, щебенка такая, щебень, или как сказать, галька, где мы идем. Тут є переходик. Нам треба на той бок перейти. Але тут, это стадион чи что здесь справа? Давайте подойдем, мы вам уже стадионы. У нас и приватная Валда, приватное место. Приватное? Да. То есть, то бок нельзя туди, да? Ой, гляньте, якое сонненько. Ну ладно. Написано The American International School of Vilnius. Это по-литовски значит Точно. Так, американская ладно. школа. The American International School of Vilnius. Ну, мы не посягнем. Я только хотела заглянуть. Загляни там. Где тут это? Ну вот справа зірочка. Ось тут треба піднятися, ніяк. Ой, 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 ой. У приватність. Я не бачу. Ну, нас димі. Ну что тут? Ой, блін. Ну вот. Футбольная поляна, ну вот, там никого нема. А там баскетбольная поляна, да. А там еще какие-то вот. Тут какая-то вот американская школа. Ну, Ага, что-то ага. А что така маленькая? невеличкое. Ну, така країна маленькая, А там вот напевно, где така школка где такая. крепостная стена, откуда Зовсім показала маленька. репортаж. Там французская школа. А там французская. Ось так.
Цудоўна. Ідзем далей. Мы перайшлі по переходику на іншы бок. Зараз вот ідзем ужо так само по гальке. І ось тут цікаве такое месца. Ось, памятаеш, як ти мене фотографував каля гэтага дрэва? Тут такое Оно еще дрэва. было маленькое совсем. Ну да, Оно 2 сейчас гады тому. подросло уже 2 гады тому. Вот я Вымахало. спустилась туда, стала. Ось. Как вымахало. І тут цікаве такое месца, где вуліца Субачау сустракаецца з вуліцай Маўроню Гатве. Маўроню Гатве. А Субачаус это собачья улица, да? Нет, Мы так нет. кажете, что там... Собака по-литовски шо. А. Это просто какой-то видно А что жил там какой-то не там быто, что-то там жил любитель какой-то собак, палач. там что-то. Палачники жил Палачики, там. любитель таких собак, что он их забивал. Ці что? Да. О, бачиш, як ми тут. І тут одразу переход. А там би ми так шли. Прямо вышли. Де би вийшли? Ні, нема тротуару. Это мы на тот бок перешли вот там. То есть отсюда прямо сюда. Ладно. Так, пойдем давай хутчэй. Ось, пакуль машинок няма, і ўжо мчыцца. Ўжо і мчыцца, а мы быстро перейдем. Ось. І вось мы, сябры, мы прыйшлі і падыходзім да такой гэтай гляднай пляцоўцы. Мы былі 2 гады таму тут. Знайдзіце. Дарэчы, Там усталевано вон такое, как пошли хутчэй. экран. Яким? Объекты позначены. Ну так мы покажем. Я хочу нагадать, сябры, каб знаходзіць мои відэа папярэднія, глядзіце на гэтым канале. І Маріанна Гру-1. Открывайте плейлисты. Плейлисты і по назве агульнай тэме плейлиста знаходзьце гэтае відэа. Тут мы былі тады, калі тут танцевали сальса, еще какой-то танец, 3 вида танцев. Танцевали, я их сдымала, тут кафешечка такая добрая. И мы вырашили означить день воли нашей семейной. Да, о, гляньте, да, здесь нават шмат замочков. Здесь такое популярное место. Мы вырашили отзначить тем, как показать вам вот город Вильню. Там внизу пруды эти всякие. Ага, з гэтага пункту гледжання. Мы уже вам показывали и там, и там, и там. Из лютеранского саду мы вам показывали. И... Скропки, можно сказать. Скропки гледжання. Я разумею, но я недокладна. Так, я ще раз хочу сказать для любителей и особливых знатоков белорусской мовы, что для мяне белорусская мова не з'является родной. И тому, так як і ангельская. Тому я ніколи не могу сказать, что я ведаю ангельскую мову, я крыху на ёй размаўляю, раблю шмат помылок. И ніколи доўга не жила в Украине англоязычна, англоговорящей, так? И тому для мяне это замежная мова, не родная. И тое ж самае адбываецца і з беларускай мовай. Папрошу, можете скрытыкавацца там, але будзе так заўжды. Будзе так заўжды. Я ніколі не спынюся рабіць памылкі. І это расейшчына будзе, расійскія словы будзе весь час. Так, значит, да, гляди, вот такой, такие маленькие, колесенькие. Папа, нам надо будет свой замочек сюда. Так само. Ну, чему нет? Ну и так, глядите, зараз. Давай, мы зараз поглядим, да? Ну, тут люди. Давай, кажи нам, что это? Ну, показывай. Да. Я вот хочу приблизить, але про солнце я ж ничего не бачу вот этот, на экране. На близком плане это
костел вот такие в Ужуписе. Я не помню, Папа, как я он показываю тебе, не, погляди. Я приблизила. называется. Вот он. Вот он. Ну, я приблизила. Да, ты не пропустил. Вот он, по центру, вот это есть. Так, давай, Ну, поворачивай. левее его была башня Гедемина. Покажи пальчиком, где башня Регенина. Там Ну, как покажи. я покажу? Нет, там покажи, перед камерой. Перед камерой вот так покажи. Ну вот. Ой, А я- критик. Ну, вот левее там башня, это Ага. самая, на кафедральной площади башня. О, бачите? Ми вам такое ще не показували. Потом самый левый Так. великий костел. Так. Вернее, это церква. Это вот это была униатская, Ага. униатская церква Галлона, теперь как бы православный собор. Ага. Вот. А за им прокладывается Великий собор, который университетский, и башня Ага. это университетская. Ну, я стараюсь, так сказать, да. Ось, подходим. Вот люди отошли, а то шумели так. The Opera and Ballet Theatre. Вот большой театр. Он по центру, такие черные. Да, так, поміж давай церквами. здесь покажем А спочатку. вот так. это вот это называется Orthodox Cathedral of Blessed Mother of God. Так, это где? Так. Вот он, вот Ты сначала текст, Вот назву, ён. а потім ткни пальчиком ну, нам. ось текст тобі, ну ось ён. Ось, а вон ён на картині, на відео, у реальності. Він Ага. з червоним дахом білий. Ага. Ось, він один з старейших у Вільні. Так, туди. А вот божниця Мгм. Святого Миколая. Это Так, вот то, что вы тут это сам- куди вона приводить нас? Вот сюди? Да. Или Вот куди? это вот. А там где? Ну, всё, дорожки Показываем. ми не бачимо, дерева закривають. Это вже Ну давай покажем, что є ще тут, как бы, А хоть всё ще древо, бачимо? да. Ну, что там читаем? Ну, вот, вот тут в левом боку Казимира можно бачить, но это коли уже зовсім. Святой вон Казимир. он. А нет, это наш, это Вознесение Господне. Да, это. Тело, Откуда мы пришли? да. Что еще тут, как бы? Божница Марии Раминтойос, ну, божница Святой Марии? Это да. червоный, этот, Мгм. цехловый, так? Нет, это тут, где в Ягу, вот это вот башня. А, где? Ну, Так, ну а что далее? Идем. ну, Что мы вот уже тут? были. Это же театр оперы, вот он по центру. Где вот? Покажи. Вон по центру такие вот Ага. там церковь и слева церкви, вот Ага. помеж ними вот этот театр Ага. оперы. Левый это Tower of the Vilnius Cathedral, вот возле башня возле кафедрального собора. Ага. Что еще? Вот Святого Миколая божница, вот. Ну, А только, тут не только бачно, крыша, да? она есть, она есть, она ниже. Ну, вот ну, перед, мы еще пришли закрывая, у вересні, она так- закрывает кафедральный собор. Угу. Так, ось тут. А это эти самые уже хмарочосы. А, хмарач. Это ось яни, вот там. А як яни тут називаються? Тут Сябри, ніяк ми не вам знову називається. показуємо Тут сюди бачите Тут хмарочоси. позначено, от якраз під хмарочосом торчить одна вежа, ну я Ага. думаю, тяжко различить. Вежа з этой костела Святої Анни, от того, А, того готичного ага. костела, який вельми пригожий, який марив Наполеон забрати отсюда. Так, что вот, а вот Ну, ты, и завершаем мы это вот святого Бартоломея, божница, которая Святого находится, Варфоломея. которая находится в Ужуписе. а, это вот, Ну, она бачна, ближайшая, не? вот ближайшая. Ну, вот, Ближайшая, вот да. ну, бачна, да? Так, да. А что тут Всё, далее намалевали? уже А просто- что намалевали тут? Ну, Что-то люди написали? намалевали, что-то Дурные не люди, понимаешь, бачите, да, вот. ну. Але ж тут есть, Высокий. ну вот это микрорайон, якой? Можешь прочитать? Максима, Ну, не? Вот это Ужупис. А Ужупис вот и это Паупіо. И І Паупіо. Паупіо. Вот это вон Паупіо А, починається, так? у меня так само есть видео в двух частках про район Паупіо. Шукайте, это прогулки по Вильне или что-то там, в яким плейлисте Видите, там шукайте. вот эти И Ужупис. могилки уже. Бернардинские, да, бернардинские могилки, мы были там. Вот отсюда бачны 3 крыжи. О, чуть-чуть бачны. А, Вон да? Прямо по моему пальцу. Вот. Ага. Вот эта березка, и справа вот ее взять, вот это, там будет 3 крыжи. О. То есть это гора, самая Так. высокая гора. І у мене питання, а телевежа тут не бачна, да?
Ну, тогда чекай, коли Ну-ка, подвести. а если сюда подвести? Какого года я еще не слышал. Вона ось там, ну, я А, она ось там. Коли вот- Сябри, коли- телевежа там і парк Вінгіс Возле там. осенью, коли листья опадет, можно Да, будет машину можна будет буде зимою сюди прийти спеціально і поглядіти. Ну а внизу, тут внизу, глядите, как так там дорожки гуляють, все. И вот я еще покажу отсюда, как вот это. Мы там будем пикничок иметь. Вот это новое. Мы заходим за вот этот заборчик. Да, вот за этот заборчик, вот кафешечка, люди сидят, кушают. И вот, глядите, мы хотим зайти. И коли мы сюда прошли далей, нам открылся и вот там вид. Ну и что там, скажи, коли ласка. Телевизор. Бачите, вот и телевежа. Так, это где она? Я вот не Вон бачу. слева, вон же. Злева. Так. От пустого починається. Я ж не бачу, ні на екрані не бачу. Приблизила. Я куди я показую. Я тут Ну, от сонця сонце так само не світить. бачу особливо. Вот, я її зараз показую. Мгм. Вона по центрі. Телевежа. Да, Потом что-то, это Святой Яков, да? да там? по-моєму, Святой Яков. Это там аж на Да, Лукишской, да. здається, площадь, так? Так. Ага. Нет, Яков еще не там, Не там, там? он далее. А. Это вот этот университетский, А, этот это вот башня. университетский. Да. Окей. Потім- Ну, во всякому всякі разі, ми інші собори. запеленгували Да, телевежу, якою не було Ну, бачно якщо вот сипати- з такого глядного Дальше, далее пройти, то мы балкончика. бачимо. Ну, мы вот тут хотим как бы и посидеть, как бы закатик сострять, поиметь пикничок, и позагорать. Шашлычок, Шашлычка нет, але что взяли с собой там такое наше. У нас навіть термос кофе есть. Ну, ось готово. Ось на рихтує місце. Цудовно. І вельми зручно. А папуся виглядів кветочки. Это что, дуванчики? Дуванчики. Как они? Дмуховцы. Дмуховцы. Это как бы, Дмуховцы. это как бы это О, самое. это кашка уже, так? Весновые клетки. Вот О, весновые. Віншую. Ну, дякую, у нас даже буде. Так, ти мені вручаєш. На свято. Дякую. Свято. Вызволение. Так это ж новая весна, понимаешь? Да. Вызволение, День воли – это весна души и тела. Ось наш столик упригожений. Ура! Папуча малайчина. Мужчины завсюди дарите своим улюбленным, коханым, улюбленным женщинам дарите кветочки. Дни приходят, дни отходят, дни летут. Быцем рек бурливых хвали вдаль плывут. Шмат родов тут на вигнанні у чужині. Треба мучиться душою і серцем. Шмат родов тут на вигнанні у чужині. Треба мучиться душою і серцем.
а в огонь не влезешь. Уходят дни летут. Быть со мной урвины школі вдаль пливуть. Шмат гадов тут на вигнанні у чужині. Треба мучиться душою і серцем. А вокруг нигде не углядишь родных хат. Не протягнет рук зычливо родный брат. Не поделишь навод думок з ніким тут. Не пригорне у одиноте родный кут. Ночи зорки припевливо летят. Быццам з неба на мяне яны глядят. Что чуваць, скажите, зорочки, вы мне? У моей родной и далекой стороне. Татулька мой и матенька ўжо спят. Ці на іх таксама зорачкі глядзяць. Мо яны пытаюць зорака маму. Што раблю цяпер у далёкай чужыні. Калі твой яны родныя не спят. Яшчэ цяпер на зорачкі глядзяць. Занясеце ім, пакуль не выснуў свет. Зоркі мілыя, сыноўскі мой привет. И скажите, как я плакал не один. Что с чужими мучиться их сын. Лёс могутний, лёс пошле нам ясный май. Прилечу тады, як птушка у родный край. Могутний лёс пошле нам ясный май. Прилетим тады, як птушки у родный край. Живе наша країна. Папуся, тебе сподобалося, як ми спели песню «Зорочки»? Хоча, сябры, зорочек яшчэ няма на небе, але нічога. Песня заўсёды актуальна, гэтая песня «Зорочки». И я хочу показать вам, Что у нас на небе творится? что у нас на небе робится. Глядите, глядите, якая указка, якая прямая линия нарисовалася, намалявалася. Наўпрост над нашими головами. Сонейка у нас крыху, может, хутка затягнется какими-то облачками, але самолетики летают. И там уже я бачу, и вось там яшчэ, так? НАТО наши тиражи. НАТО, самолетики, F-16, Контролює. F-35 уже, F-35. Нам F-16 уже мало. Нам подавай F-35. Что такое? Вось. И мы протягиваем наш Мы пикничок. вот идем. Мы- Причины. Наша мамуся
зробив такі хічини. Да, так, учора, да. З сиром внутрі. Спекла Да, такі і ми чинчики, такі погризем. Вельми приємно. Яны крыху такі какие-то тверденькие атрымаліся, не вельмі ўдалыя, но але для пікнічка воз под вінцо. Во! Ну, я ще раз віншую. Да, я тебе поцелую. З визволенням. Так, да. С днем воли твоей, с днем вызволения. Яшчэ раз я асабіста ад сябе шчыра дзякую усім, хто паспасобстваваў і дапамог вызваліць Олега за кратаў. 2 гады таму, 21 верасня 22 года, з калоніі номер 15 под Могилевом. Скажи, коли ласка, вот ты что-нибудь памятаешь? Ну, что, не, вот зараз, после 2 годов, вот что ты про той день мог бы сказать и хочешь сказать? Ну, как бы, уже так, знаешь, на отлеглости, ну, как бы, происходит уже фильтрование. Ну, самое головное, например, то, что я крыху шкодую, это то, что когда меня вызволили и привезли сюда вот уже на меж твой, то я так марил в тебе, как бы убачить и обнять, а ты уже сидел уже в этом автомобиле, а там сидели еще водители. Ну, Посередник, все были люди, да, и не максимум было, как бы вот так уже по-человечески обняться, да. Ну, мы Да. так обнялись, это поцеломкались, но уже немножко... Ну, я, конечно, порыдала там Да. в машине. А тому что, видите, хочу Ну, сказать, это так. я голос чула, что Олежкин, але чоловік, який Залазить. посів до мене в машину, Невідомий мужчина. виглядав ввогуле іншим чоловіком, і від його був такий пах, від одіння, такий колоніальний. Неведомый, несведомый, да? Да, Себе несведомый, такой терпкий, такой ну, затхлый какой-то пах. Я уткнулась в плечо, и ты почула вот этот пах. Але, конечно, это было вторично уже и первично. А потом, конечно, сели люди, мы начали проходить межу и далее ехали. Как бы... Ну, все, кто вызволяются, это же отбывается не вот штоминутно, не мгновенно. Ты все-таки ты рихтуешься. Да, нават те, кого вот терминово вызволяют, и то им какой-то дают час там. Сбор речев, потом идут на склад, забирают это все. Человек, видать, все-таки как бы, як я, да, переживая поступово это все, уже как бы призвичаивается до думки, что он зараз выйдет на волю. Вот. И это, конечно же, ніколи не відбувається і мгновенно. Але все равно, поки ты сидишь, вот я 9 месяцев сидел, а кто сидит уже 4 года, и кто больше будет сидеть, и ты весь час маришь про это изменение, то колено наступая, это такой вот как водопад почувствовал. У меня на некий момент, я памятаю, как бы я почувствовал, что у меня как бы ноги отдымаются, и я не могу там, вот треба выйти 2 кроки зробить, и ты будешь на воле, а я как бы думаю, а смогу ли я это сделать? Вот как бы такое было. Вот. И еще почему-то вот в очах стало все темное, они мне кажут, ну давай вот иди, вот тебе доветка, вот тебе то. Я бачу такое светло в конце этого коридора, там маленькая отлеглась. Але все равно, мне кажется, что... Это у колонии, да? Да, мне кажется, что я... Когда мне уже вручили тут доветку, там все, вот, але мне кажется, что вот я как бы вот не смогу пройти эти кроки. Я не верю, что это вот зараз спробую закончить. Вот. Але вот как бы я вышел, правда, я вышел, но снова там все почалося по новому кругу. Меня повели спочатку в клуб, покуль мне там дали гроши, покуль мне дали там какие-то еще паперы я подписал, покуль чогось чекал, я думал, чего это я чекаю. Начальник колонии до меня пришел, мы еще с ним погутарили в прошлый раз. Я думаю, чего они меня не отпускают.
Ну, оказывается, я просто не зрозумел это, хотя мог бы. Яны ж меня вызвали под умову, что я съеду, вот, с такой умовой. И нас не отпустили. Так вот они, оказывается, чекали конвоировать. И приехали конвоиры, раптом врываются, значит, еще двое чи трое, один с автоматом, меня обшукивают и берут за локти и кудись тягнуть. Я серьезно думаю, что може они сейчас зараз по новой все это зробят, что это такая провокация. Але не, все ж таки вывели, засунули в автобус, ну, такий бусик з темними окнами, тоді зрозумів, все ж таки, що пов'язують мене на межу. Ось. Що дома мне, конечно, я не убачив. Ты одразу разумел, что тебе на мяжу повезут? Да, ну, конечно, раз целый. Они просто в Минск, ну, как Ну, я сказали, что с умовой, что мы тебя Они вывезем. уже это Да. вербализировали, так? Да, и все. И тут я зрозумів, що меня кудись... Єдина була думка, А куди или не... это с Литвой, либо с Так вот, Польшей? я, Як вот я про это кажу, что я еще думал, куди же они повезут. На яку межу? Да, але коли этот бусик проехал слева Минск, да, выскочил на кольцевую и выскочил по кольцевой, выскочил на эту трассу до Вильни. Ну, тогда зрозуміло стало, что не на польскую межу литовскую. Ну, и я так, в принципе, и думал, что им почему польскую. Ближе Все, им, да, ближе, все, Вильню повезли. Вірості тебе вести это больше долго. Было такое же солнечное надворье, где Так. приємно, пригоже. Я так прошлый раз летал в озерке на Белоруссию, так развитывался. Вот. Як тобі мент там сказав? И, Гляди. нет. И уже подъезжаючи до межи, была навальница недзе там. Сонненькая, Да, долейся. была навальница побач, и я увидел велизарную веселку. Веселка. И я зрозумел, что это такий знак для меня, что все будет добре, что я вернусь в голос. Не, але Да, ты сказал... ничего не казали, ты Нет, что? нет, ты сказал какой-то мент, гляди, а пушний раз бачишь Радиму. Это кто тебе коли сказал? Ты же расповедал, что... Не, мне такого не говорили. Ты с кем-то взбутала, ты, может, где-то читала, мне такого не казали. Они вообще молчали всю дорогу, я пытался... Не, ну не гэты, а кто-то... Не, ну ты ж недавно... Это ты читала про других, вспомины других. Это не со мной было. Да правда, у меня такого не было. А мне здається, это Ты читала, нет, это читала типа другого. Точно Гляди рассказывала? на эти пейзажи, бо опошний раз бачиш. Не было. Значит, Ты читал, Господи. мы уже столько успоминов прочитали про людей, что нас можно... это означает, что кольки политвязню, кольки людей Кожна своя были история. в этой такой ситуации. Да. И у меня уже блытается... Мої наоборот, мої молчали, як і як сусики. Я спробував їх, значить, витягнути таку розмову, молчать, ну добре. Потім під'їхали до какой-то, где-то на полове, спинились и заправлялись. А я есть хочу. Меня в 8, я в 6 поднялся, там Так я... ты есть и пить хотел. Да, я нічого фактично не ел на сніданок. Это самое. И хочется уже есть, а уже где-то на годиннику там 3 годины. Вот. И я такой думаю, будем зараз на заправці, может быть, хоть кавы, там, булочку. Я им кажу, давайте, вот мне же гроши дали, за мое, пошли покушаем. Вот. Ну, стоять, Тебе пенсию отдали, да? да, стоять такие, значит, да, и так, повернулись. То есть я должен иметь, что так, что их загад, они такая конвойная группа, вот. Але з ними был офицер другие, які специально сховал свои навод погоны. Вот. Эта конвойная группа уже как бы призвичаилась, что они ничего не кажут. А и он такой еще что-то подмывало, видать, ему что-то сказать, но стремался. И он так ничего не сказал. Ну, тогда я понял, что не буду я с вами говорить, не хочется ничего с вами. Ну, от на конт пенсії хочу сказати, треба сказати, що коли я приїжджала в департамент виконання покарання і просила, записувалася на прийом, і просила, кажу, а ці можна мені отримувати пенсію? Олег, я би тратила її на передачі,
на все, что треба до его ездить, все такое. Они сказали, не, нельзя. Я говорю, чему? Ну, как бы жонки отрымливать. А они сказали, мало ли, какие стосунки поміж мужем і жонкою і гэтак далей. І вони блюдуть, як ці інтереси ось вязня. І вони мені сказали, що пенсія буде заховуватися, і потім йому буде видадена. Ну, я, щиро кажучи, подумала, была здивлена и подумала, небось пропадет, альбо, ну, как бы будет тратить, ну, в общем, так это думала. Сгубится? Сгубится, да. Здесь они там заныкают ее, ну, все ясно. Мол, мне покольки не дали отримлювати, значит, и все. Але... Мне Лазаренко собі що дав. Але, бачите, що мені це подобається, що яны Ну, заховали, накопили и при вызволении таки отдали тебе и в белорусских рублях, конечно, яна была. Мы потом тут бегали, шукали, да, Лешка память, шукал, как поменять эти рубли на фунты стерлинги. Фунты стерлинги это такие плохие рубли, дети. Хорошие, добрые. Это я сейчас процитовала из романа Карцевой и Ильченко про початок навчального року. Мы любим вставлять цитаты из разных комедий, из разных фильмов и вот этих вот всяких выступлений. И некоторые люди не разумеют, что это мы такое кажем. Ну, по-больно. Угу. Вот побудь с нами уже так само расположились прямо на травке, на пикничке. О, еще две компании. Так що, і ось уже і сонечко заходить, як ви бачите. Що тобі може ще про турму цікаво? Значить, що мені ще цікаво, ну ми ж, как бы, про визволення. Про турму ти написав вже одну книжку. І, до речі, неузабаві, 27 вересня, на наступному тижні, п'ятницю, відбудеться презентація третьей книги Олега «Пригоды дяди Вити на Володарце». И это такая цікавая книжка, не така ж велика, але так само там про життя за кратами. Я хочу... Она у вершах. Она у вершиках. Малюнках? Да, Ну, немножко прози. Да. Ну, ми, може, зробимо ще особне відео буде. Я уже давала некоторые информацию. Глядите мое видео под стенами бастиона, где это, кто летает? Дроны. Дроны. Где мы спускаем 8 дней, разлетаемся с летом под дроновое шоу. Вот глядите, там есть про эту книжечку. А я ось хочу спитати, що... У ювеляра. Да, ось, ну, це ж про визволення. Все ж таки, мені здається, треба, як ти це сказав, ну, кому ти вдячний, які слова подяки. Ось ми з тобою опинулися раптовно з Білорусі у Вільні, так? Нас привезли, пройшли межу. Далее зустріли твої колеги. Прямо в самий центр, каля гострої брами. Я ще нічого не розуміла, не понимала, що таке гострая брама, що таке, де ми. Мне было все ровно. Я была в Огуле только со шпиталя, после операции на сердце. Я была як у во сне, на автопилоте каком-то. І нас зустріли вот твої колеги. Я їм вельми вдячна. І вони зробили перші здимки твої, перші здимок, які потім облетів весь інтернет. Прямо вещи. Ну, вещи, да, белорусские, да. Хорошо. Вот. И мы пошли, они нас так тепло зустрели. Ой, его готель был нам заказан номер. Да. Мы потом пошли, мели вечеру. Это все незабывно. Это все незабывно, я такая вдячна. Но але ось
Ну і потім яшчэ, ну вось хто такую дапамогу пачаў адразу. Это вельмі важна, тому што мы апынуліся без грошаў, без рэчаў. Ну вось што ты хочаш сказаць? Ну, найперш табе дапамогу, ты ж больш за ўсё клапацілася, задачы носіла і переживала. Не, так это калі ты сядзеў, сердце а калі мы посадило. тут уже. Потім сваякі ж все, і сыны, і внукі все писали, падтрымлівалі. І шмат я лістов вже атрымліваў ад калегаў, ад сяброў. Всякого на Володарцы пакуль еще доходили эти листы. В колонии уже амаль не доходили, ну, только от свояков. А потом пришел вот Калі мы тут стоп. апынуліся ў Вільні. Ну потом пришел Вільнюсский период. Мы за 2 гады вот зараз кажем. Да. Вызволение и 2 гады. Першие твари, кого я побачил, кто у меня в тварах как бы наставляется такая свобода, это вот тебе еще посередник, який допомагав, а потом пошли у нас Александр Бунько, потом была Юля, Виолетта, Андрей, Жанна. да, Жанна. Ось які мене зустрічали, молодці. Всім велике дякую за допомогу. Але Потім побачив Валера Калиновського. Ні, а я ще у готелі. У готелі прийшли. Ми почули таке ім'я, яке вивучували некоторий час. Нам сказали, здравствуйте. Янтарі, Ой, конечно. Янтарі. Это такая литовская чудовная женщина. Я Янтарь, я не поняла вообще это имя. Потом мы доведали, Янтарь означает янтарь. А я ведал, что это. Янтарь это бурштин. Так. И ее так и зовут. Она говорит, здравствуйте, я Янтарь. Я ничего. И она это, и допомагала тебе, и с телефоном, и все это одна А до этого допомагає. Она до этого говорит, Янтаречка. Ачу Лабей. Я Лабей, Велике дякую всім. Так. Так. А потім уже знову, значить, наші сябри, колеги Валера Калиновський, Олесь Пілецький, там всі, Змитер Панковец, ну, пошли все. Ось. Оказалось, що велику допомогу оказував. Ну, я це ведав, і я відчув хутко і ще підтримку, і від Олеся Лукашука, Александра Лукашука, от Костуся Лашкевича, ну, потім від колегів, які тут уже не по свободі, але відомі всі, Борис Горецький, там... Ой, Борис, подар все, Борис, это все, да. Малайчина, так. А потім, конечно, і по здоров'ю тобі, як допомагали всі. Давай не будемо прозвища, давайте прозвища, давай будемо називати ім'яни. Ну, ось там Ольга тобі вельми допомогла, вот Зуби, да, ось це все організація. І я не ведаю, хто ще. Тетяна. І Тетяна, і... Ой, шмат. Тетяна, да. Шмат людей. Потім от з пункту гледжання как би життя і как би орієнтації у Вільні нам вельми допомогли така ось пара Марина і Микола. Велике дякую вам. І за місце жихарства, і за такі господарчі речі, і за підказки, як лепш, ну, які проїзні навик покупати на транспорт. Я это все памятаю, это все вельми важно, что знайшлися люди, які допомогли адаптуватися, ну, вот, в гэтай новым житті, новым городе. Хотя, Олежка, ты колькі разоў до гэтага быў у Вільні? Раз 10 был. Раз 10, шмат разоў. Я некалькі разоў. Але я нічога не памятаю. Там по молодости студентами приезжали. Со студентских часов, да. Ты ребенком еще в лагере литовским был, пионером, там да. Каким-то 5 классе. А мы студентами с ним сюда приезжали. Коли еще были черно-белые фото. И потом мы приезжали с сябрами у готель Меридиан. З Вільні почалося
мое такое национальное усведомление. Так. Вот тогда где-то в 6 классе мы поехали на экскурсию в Вильню. И вот этой великой вежи. Сейчас, подожди. Давай, прожовуй. Тады у великой вежи, якая стоит, это был прикладно 71 год, может быть 70-й. Оса. У великой вежи, якая побач з кафедральным собором, был такой историчный музейчик, экспозиция. То, что зараз на вот, Гедеминовской веже, вот такая была в этой веже, якая с курантами. И когда мы там поглядели все это, раптом я бачу мапу такую, и я кто женщина, якая там просто доглячится, пытаюсь, а где тут, значит, Брест? Она мне показывает, вот, Брест, и я гляжу, что в межах это Великого княжества Литовское, которое там обозначено. Вот. И она кажется, Брест, да, так вы же это, мы были в одной краине. И тут до меня начало нечто доходить. Так, ага, оказывается, Брест. Это было Великое княжество Литовское. Вот оно что. И как-то я потом каждый раз вертался до этой думки. И она меня немножко спроводжала что-то вивчати, до что-то нового доведуватися. И поступово я начал улазить в эту историю и открывать для себя свет вот этого нового историчного, новой историчной родины, какая была для нас родиной. Великого княжества Литовского. А отсюда потом пошло дорога и до незалежной Беларуси и так далее. Ну, давай.